очень все круто делал. Мне понравилось, как ты делал. 5 лет, да? Как фамилия? Халилова. Сколько занимается? Что такое шизотай? Так, хорошо, поднимите. А как правильно его сделать? Так, ребят, у нас сегодня проходят экзамены. Вот, мы хотим вас познакомить с таким направлением, как сдача на поезд. В жизни каратиста это важный момент, особенно для младших ребят, которые только начинают заниматься. Вот. И в сегодняшнем видео я хочу познакомить жителей города, как проходит экзамен, какие есть нормативы, как любой экзамен, его можно сдать, его можно не сдать. Вот, когда у нас начинают заниматься спортсмены, им выдаются зачетки, и для того, чтобы получить допуск до экзамена, им надо сдать 10 зачетов. Только после этого, когда они сдали 10 зачетов, они допускаются на экзамен. И на экзамене они уже показывают технику, они показывают боевую технику, они показывают физическую подготовку и боевую подготовку. И с каждым поясом эти нормативы, они растут, усложняются. Вот. И первый экзамен, сегодня у нас 43 человека сдавало впервые. Вот. И было интересно посмотреть, то, что у нас уже 3 тренера. Ребята сдавали с 4 лет, и даже взрослая группа старшая. Вот. Мы видели за 40 лет девушка тоже пришли, и это тоже было очень круто, потому что у нас занимаются все возраста. И было радостно смотреть, то, что они включены, им это интересно, и они на самом деле стараются понимать, и чем они занимаются. И у них такое хорошее отношение к нашему делу. Вот. И сегодня, сейчас прошла у нас первая группа, я был рад и получил удовольствие большое от первой группы. Сейчас у нас вторая группа, это уже цветные пояса и старше. Прошли наши лекционные зачеты. Вот, я хочу поделиться своим впечатлением. Мы с этого года принимаем экзамен по нормативам. Это у нас есть такой СЦ Ильмов Евгений Александрович. Он разработал для своего региона, для Санкт-Петербурга нормативы.
Вот, и по ним уже многие регионы принимают, и с этого года мы тоже принимаем. Вот, программа, она очень интересная, она включает в себя все аспекты карате. Это очень физическая подготовка, это боевая подготовка, это работа в парах, это ката, это техника на месте, техника передвижения. Вот, то есть это очень такая продуманная программа, когда по истечению которых, вообще по смыслу идея такая, как я это понимаю, когда ребята сдают все нормативы, включая до первого кило, это кричу пояс, золотая нашивка, этот спортсмен, если он хорошо сдавал и у него нормально принимали строго экзамены, то он готов к сдаче на черный пояс. Вот. Сейчас у нас такая идея, у нас есть двое спортсменов, это Арсений Куликовский и Анжелика Бубенкова, в 13 лет, которых мы готовим сдавать на детский юношеский пояс, черный, такой есть черный юношеский пояс. Вот. И у нас сейчас два наших тренера, это Сергей Николаевич и Светлана Викторовна, они тоже в этом году планируют сдачу. То есть и смысл здесь такой, чтобы сдать на черный пояс, у нас есть 10 зачетов, и в 10, то есть 10 поясов, 10 зачетов. И в 10 этих зачетах еще есть 10 разделов, что нужно сделать. Вот, хочу поделиться, какие впечатления, то что сразу понятно, для чего делать тихон, для чего делать ката, для чего тянуться, потому что все упражнения, которые мы делаем, они есть именно в наших экзаменах. И дети там раньше не понимали, зачем нам это делать, ну, мы же драться хотим, или там мы не хотим драться. А здесь на самом деле каратист, он должен быть комплексный боец, то есть он должен быть готов физически, морально, технически, тактически, волевая должна быть подготовка, где-то нужно потерпеть. Противники, они тоже разные, где-то вот сейчас вот по боям можно посмотреть, да, кто поменьше, может стать там, с кем, кто побольше, да, там, и вот такие вот вещи. То есть здесь уже какой-то опыт боя и понимание боя должно приходить. И именно как понимать с таким вот работником, с партнером, либо с таким. Вот, поэтому вообще понравилась мне эта программа, формат этот понравился. Вот, и я хочу показать именно, как проходят у нас экзамены. И, в принципе, ребята, кто посещает тренировки, кто стабильно посещает тренировки, самое важное, и старается вдумчиво тренироваться, у этих ребят проблем нет. Если ребята, конечно, там пропускают, летом не тренируются, большая проблема.